всем уважении к, значит, коллегам совершенно не согласен по поводу того, что это постановление, да, и это решение не принесло отрицательных результатов. Цифры – вещь упрямая, при всем уважении. Конечно, майнинг был в сетях до принятия этого, значит, нормативного акта. Но давайте еще раз вспомним цифры. Дело в том, что потребление Абхазии до 2020 года было от 3 до 7%. Еще раз подчеркиваю. После принятия легализации майнинга криптовалют потребление за 2 года стало больше на 51%. Мы сколько угодно можем обсуждать то, что именно не это постановление решило, да, или там повлияло на эти процессы, или оно, но факт заключается, я доскажу, если есть возможность, но факт остается фактом, есть цифры. В своей речи, когда президент Аслан Георгиевич Бжаня ставил задачи очень многим структурам на предмет снижения энергопотребления, он взял за основу 2019 год. То есть до 2019 года он говорил о цифрах, о том, что речь идет о потреблении, увеличении потребления от 3 до 7%. Это не просто цифры. Теперь, это первый момент. Второй момент. Абхазия потребляла с учетом малозначительного количества майнинга, который был, но он был. И мы тогда боролись за запрет, за постановление, которое давало нам возможность запретить, прийти и отключить. А Абхазия потребляла под 2 миллиарда киловатт-часов. Сегодня Абхазия потребляет, если я не ошибаюсь, под 3 миллиарда киловатт-часов. То есть, условно, 1 миллиард киловатт-часов, на мой взгляд, это почти все майнинг. 1 миллиард киловатт-часов. То есть мы можем сколько угодно обсуждать, в каком году это произошло и так далее, но проблема сегодня существует. И проблема существует в первую очередь из-за майнинга.